Культурологический обмен, совместные проекты и укрепление межнациональных связей. Отмечая хронику отношений Крыма и Чечни, журналисты в первую очередь поинтересовались перспективой взаимоотношений двух республик. Огромным толчком в этом деле стало и проведение радиофестиваля «Голос Кавказа», прошедшего накануне в Симферополе. Я уверен, что вот сегодняшняя наша встреча и сегодняшняя наша пресс-конференция даст реальный действительно толчок, реальный импульс развитию наших отношений, развитию отношений между нашими республиками. От мирной жизни в Крыму до беспорядков на Украине собравшиеся назвали трагические события, развернувшиеся в Луганской и Донецкой областях, западной экспансии. Киевский переворот стал следствием братоубийственной войны, отметил Руслан Бальбек. За всеми этими процессами наша глубокая убежденность находятся Соединенные Штаты Америки. И, скорее всего, следствие вот такого вот однополярного мира, когда долгое время, наверное, со времен Колумба, они думали, что все вокруг это индейцы. Сегодня западные СМИ ведут масштабную информационную войну против России. Искажая факты, переписывая историю, США пытается дезинформировать международное сообщество о якобы ухудшении условий жизни крымчан. Я уверен, что мы шаг за шагом построим нашу республику, потому что то доверие, которое сегодня есть и со стороны президента, и со стороны крымчан, мы должны оправдать. Поэтому наша задача показать, что мы направлены, то есть все наши действия, все наши помыслы направлены на укрепление нашей великой страны и нашего региона в частности. Крым уже подтвердил свой статус проведением референдума в марте 2014 года. Присоединение полуострова к исторической родине красноречиво говорит о выборе целого народа. Украина под воздействием западного влияния до сих пор не может с этим смириться, отмечает Джамбулат Умаров. Имеют ли право сегодня так называемые украинские националисты иметь какие-то территориальные притязания? И вообще говорить о Крыме, имеют ли они право? После Рымника, после Факшан, после кровопролитнейшей Крымской войны 1853-56 годов, когда мы положили, так сказать, под пулями союзных держав Англии, Франции, даже Сардинское королевство принимало участие в этом побоище. Еще в XIX веке Крым стал излюбленным местом отдыха российской знати и людей империи. Через сотню лет полуостров обрел статус самого популярного курорта в стране Советов. За период, когда республика находилась в составе Украины, развитие этой отрасли было приостановлено. В ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались, как Крым будет возвращать былую славу. Нам немного времени нужно, буквально пару лет, для того, чтобы действительно вернуть былую славу крымских курортов, сделать Крым более привлекательным. И, естественно, надеемся на то, что чеченский народ не останется безучастным. И, зная, как говорится, культуру и общность ментальности, будем видеть вас не в качестве рады, не в качестве туристов, а добрых гостей. В Крыму находятся одни из самых древних религиозных святынь. В добром соседстве живут представители разных конфессий. О том, как сегодня полуостров развивает духовно-нравственные ценности, в частности традиционного ислама, рассказал вице-премьер Республики Крым Руслан Бальбек. 3 самых больших тариката – это Кадрия, Накшибенди и Мавлия. То есть это те тарикаты, которые, в принципе, и занимались распространением ислама в Крыму. Последние упоминания о влиянии на крымское общество, на крымских татар, этих суфийских орденов еще в 30-х годах. Естественно, после высылки многие те знания, которые несли эти суфийские школы, естественно, были во многом утрачены. Но сохранение или сохранность тех культурных исламских, суфийских памятников говорит о том, что суфизм в Крыму, естественно, заложил очень глубокий культурный пласт. Говоря об истинных ценностях ислама, собравшиеся коснулись и тех, кто сегодня яро искажает суть этой религии. Министр по национальной политике отметил, что сегодня все внимание направлено на борьбу с террористической организацией ИГИЛ. Мы, конечно, во главе с нашим национальным лидером, нашим духовным лидером Рамзаном Ахматовичем Кадыровым максимально в этом отношении проводим работу для того, чтобы на идеологическом, религиозном и социально-экономическом даже уровне показать, что это абсолютно чуждые нам ценности, это чуждая для нас война,
это некий механизм для того, чтобы использовать наиболее пассионарных, наиболее максималистски настроенных молодых людей вот в эту кровавую мясорубку. В течение 2 часов гости из Крыма отвечали на все интересующие вопросы журналистов. Сразу после пресс-конференции для делегатов была организована небольшая экскурсия по студийному комплексу телеканала «Грозный». Осмотрев павильоны и новейшее оборудование для съемок крупнейших телепроектов, гости отправились в мемориальный комплекс «Аллея славы». Джамбулат Умаров провел делегатов по музею имени Ахмата Хаджи Кадырова, где представлены экспонаты, рассказывающие о быте, традициях и истории чеченского народа. Вице-премьер Республики Крым Руслан Бальбек оставил запись гостевой книги музея. Ну а завершилась экскурсия посещением главной достопримечательности республики – сердце Чечни. Зура Саламова, Халид Мусаев, Джамал Хаджалиев. Новости.